Сегодня в Крымском инженерно-педагогическом университете стартует Олимпиада по крымско-татарскому языку. В ежегодном интеллектуальном конкурсе проявят свои знания и умения и школьники, и студенты. Айше Тупикова приехала из Старого Крыма. В районной олимпиаде заняла 2-е место. В республиканской рассчитывает на победу. Айше рассказывает, родной язык – это душа народа. Знать его и говорить на нем должен каждый крымский татарин. Самое легкое было это начало, где спрашивалось, сколько букв в алфавите крымско-татарском, сколько гласных и согласных букв. Я принимала участие, чтобы доказать, что я знаю крымско-татарский язык, и мне самой очень нравится крымско-татарский язык, и хочу, чтобы мои дети тоже знали. Алиме Минасова еще в прошлом году, будучи студенткой, сама принимала участие в Олимпиаде. Сегодня уже в качестве классного руководителя привезла своих учеников. Девятиклассники тоже надеются на победу. Наконец-то! Мы все собрались на ежегодной Олимпиаде, которая проводится уже 13-й раз. И сегодня в качестве учителя я привезла своих учеников. В этом году проверить свои знания по крымско-татарскому языку решили почти 70 участников. Основная цель Олимпиады – популяризация, изучения и активного использования крымско-татарского языка. Ежегодно, каждый год в нашем университете в эти дни проводится Олимпиада по крымско-татарскому языку, государственному языку Республики Крым. Отрадно то, что дети демонстрируют высокое знание, владение родным языком. Кроме того, очень приятно, что не только крымские татары принимают в этом участие, но и люди других национальностей, которые проживают в нашей республике. Олимпиада состоит из 2 этапов. Первый – тестовое задание, второй – презентация. Тему для презентации участники могут выбрать одну из 3 – история, культура, выдающиеся деятели. На выполнение тестового задания выделяется 1 час. Результаты первого тура конкурса будут известны уже сегодня. Победителей ждут грамоты и денежные призы. Но лучшим подарком для всех участников Олимпиады станет уверенность в отличном знании родного языка. Лилия Ислямова, Азиз Немитулаев, телеканал Миллет.